Уважаемые коллеги, добрый день. Позвольте еще раз присоединиться ко всем поздравлениям, которые прозвучали с нашим с вами юбилеем, 75-летием. Для меня очень символично выступать в этот день. Вызывает особое чувство, безусловно. Ну и, надеюсь, вот этот первый опыт перейдет в регулярную практику. Мой сегодняшний доклад можно назвать отчетом, хотя, конечно, такое определение не совсем верно, поскольку я коснусь не всей деятельности сенатора, а только вопросов взаимодействия. Ну, естественно, они самые важные для меня, тем более вы выдвинули меня, с Советом Федерации, с Государственной Думой, ну и, безусловно, с правительством. Я для себя эти направления считаю ключевыми. Чтобы не углубляться в теорию, давайте перейдем к практической стороне. Докладываю вам, что в Москве мною создан экспертный аппарат, который работает с теми законопроектами, которые вы мне присылаете. В настоящее время работаем с законопроектом о внесении изменений в 28-ю статью Федерального закона о трудовых пенсиях в Российской Федерации. Это пенсионные коэффициенты по Печоре и Услыже. Вы его направляли. К сожалению, заключение правительства отрицательное. Ну, оно формально такое, потому что речь идет всего о 2 населенных пунктах, а в стране таких 17 субъектов. Сейчас мы с Минтрудом готовим уже обобщенные расчеты. Они, на самом деле, поддерживают эту идею, ну, по крайней мере, в отношении вновь созданных пенсионных прав. Надо будет только снять ограничения, которые существуют у нас. То, что все пенсионные права фиксируются на 1 января 2002 года. Конечно, это глупости, мы с ними, так сказать, будем совместно с ними бороться. Ну, Игорь Владимирович в курсе этих вопросов, мы с ним взаимодействуем. Я просто привел это как последний пример взаимодействия, который сейчас на контроле. Такая практика, еще раз говорю, у нас является постоянной, и я хотел бы еще раз обратить внимание на ее эффективность. Я готов не только обеспечить контроль за прохождением республиканских инициатив на уровне Федерации, но и призываю ввести процедуру обкатки законопроектов на еще этапе их обсуждения здесь. Потому что есть возможность и формально по запросу, ну и могу сказать, что с некоторыми министрами неформально, так сказать, в режиме консультации обсудить проходимость той или иной инициативы. Ну, собственно говоря, этим механизмом, я считаю, пренебрегать не стоит. В прошлом году мы с вами освоили еще одну интересную форму взаимодействия. 1 июля по моей инициативе была создана республиканская рабочая группа по доработке закона о федеральной контрактной системе. Вы знаете, насколько этот закон важен для республики. Вот, ее председателем был Игорь Владимирович, тогда он был еще председателем комитета. В нее вошли как депутаты и сотрудники министерств, так и представители общественности и предпринимательского сообщества. Деятельность оказалась достаточно эффективной. Из наших 20 поправок, которые мы выдвинули, 14 было принято. И, собственно, в тексте закона, который уже принят, подписан президентом, они есть. То есть наша работа была не для галочки, не зря, и я считаю, такую практику надо продолжать. Продолжая эту тему, хочу сказать, что иногда вопросы, поднимаемые в регионе, требуют непосредственного присутствия их инициаторов при рассмотрении в Москве. В этом плане тоже мы работаем. Ну, последний пример – организовано участие в заседании правительственной рабочей группы, ну, правительство имеется в виду Российской Федерации, специалиста из республики, нашего Минэкономразвития, при рассмотрении изменений статью 48 Трудового кодекса в части совершенствования механизма присоединения работодателей к региональным соглашениям в сфере труда. Это было осуществлено по инициативе Госсовета, который отправил свои поправки к нам на экспертизу. Считаю такой опыт правильным и эффективным, поэтому тоже поддержу и окажу всяческое содействие при делегировании специалистов, ну и особенно депутатов Госсовета при рассмотрении таких вопросов. Собственно, еще из горячих тем, инициированных Госсоветом, вами поднимался вопрос о возможности региона корректировать ставку при патентном налогообложении в зависимости от района, потому что и при обсуждении на Общественной палате я это слышал, понятно, что в Сыктывкаре это одни коэффициенты, в Устильме другие. Сегодня в Совете Федерации идет обобщение предложений и законодательных инициатив в целях подготовки единого пакета. Также прорабатывается вопрос о внесении изменений в налоговый кодекс. Предварительно Минфин, профильный департамент налогообложения, господин Трунин их поддерживает. Поэтому я думаю, что при внесении мы
так сказать, этот вопрос решим, и, безусловно, другие субъекты тоже это поддерживают. Не буду скрывать, что не все в общении с федеральным центром проходит просто и гладко. Мы продолжаем борьбу за увеличение объема средств, выделяемых на переселение граждан из районов Крайнего Севера. К сожалению, у нас этот показатель снижается с каждым годом. С 2010 года с миллиарда он уплыл на 400 миллионов в 2012 году и в этом году. Ну, соответственно, пока Минфин отписывает, что этот вопрос надо решить комплексно, но, тем не менее, в Совете Федерации этот вопрос зафиксирован в соответствующем постановлении, в решении нашего комитета. Поэтому, ну, скажем так, вещь протокольная, но совсем игнорировать ее нельзя. Поэтому я думаю, что тоже рано или поздно мы с вами какого-то прогресса в этом вопросе добьемся. Вместе с тем есть и успехи, к которым мы шли не один год. С 1 января вступили в поправки в часть 2 Налогового кодекса. Это касается пресловутой темы о земельном налоге. В соответствии с ними ограничены в обороте земельные участки, предоставленные для обеспечения обороны, безопасности, таможенных нужд, теперь подлежат обложению земельным налогом. Также ликвидируется льгота по налогу на имущество для естественных монополий. Наше поступление в этом году дополнительно 411 миллионов рублей, в 2014 почти миллиард, а к 2019 году сумма достигнет 6 миллиардов 250 миллионов рублей. Вместе с тем, просчитывая экономический эффект от этих изменений, Минфин не учитывал, что льготы будут отменяться поэтапно, что повлекло за собой завышенную оценку бюджетного потенциала регионов. На трехсторонней комиссии по межбюджетным отношениям, в которую я вхожу, мы, депутаты и сенаторы, этот вопрос подняли. Удалось добиться гарантии Минфина, что в случае недостаточности поступления в региональный бюджет министерство примет меры по выделению дополнительных денег. Ну, по отдельным субъектам это происходит. На самом деле решение есть для всех субъектов, поэтому такая страховка у нас с вами есть. Раз уж мы коснулись профильной для меня налоговой тематики, не могу не упомянуть бегло еще два закона о внесении изменений в налоговый кодекс в части расширения и уточнения льгот по НДФЛ, соавтором которых я являюсь. В частности, предусматриваются льготы по суммам, направленным на лечение детей для усыновителей или опекунов, и исключение из налогообложения доходов, полученных военнослужащими в виде жилья, а также доходов, полученных от органов власти всех уровней. Оба закона приняты и вступили в действие с 1 января этого года. Ну, также идет работа дальше над законом по консолидированной группе. Это вносятся изменения в части улучшения администрирования. Этот закон, повторяю вам, позволяет нам получать дополнительные доходы по налогу на прибыль. В частности, от таких компаний, как «Газпром». Не дадут мне руководители, так сказать, обмануть вас. Ну и, собственно, от тех, кто зарегистрировал такие группы, их всего 11 по стране. Раньше основная доля таких налогов концентрировалась в Москве. Кроме того, из своей текущей деятельности могу отметить работу по оптимизации бюрократической нагрузки на малое предпринимательство. В частности, обсуждается вопрос упрощения порядка ведения бухучета и сокращения отчетности. В качестве примера приведу законопроект, с автором которого я являюсь, предусматривающий для индивидуальных предпринимателей право не представлять налоговые органы сведения о среднесписочной численности работников, если в предшествующем году эти предприниматели не использовали труд наемных работников. Напомню, сейчас налогоплательщики в срок до 20 января каждого года обязаны такие сведения предоставлять. Ну, на самом деле, это пример исключения бесполезных процедур, на наш взгляд. И, наконец, упомяну еще об одной форме взаимодействия региональных и федеральных властей, которые я по должности обязан обеспечивать. Ну, собственно, такой практикой мы занимаемся с правительством республики и с Госсоветом. Тоже такие бумаги к вам приходят. На каждом пленарном заседании Совета Федерации происходит выступление одного, как минимум, из федеральных министров, а то и вице-премьеров по определенной теме. И, собственно, я взял за правило заранее запрашивать с вас вопросы, выбирать наиболее для нас актуальные. И на самом деле Совет Федерации достаточно палата демократичная. Обычно всем дают возможность такой вопрос задать. Скажем так, не от фракции, как это было в Государственной Думе, а нажимаешь кнопочку и, собственно говоря, там хоть ты 5-й в списке, хоть 15-й, хоть 20-й,
задаешь. Ну, в крайнем случае, если не успеваешь, то в письменном виде. Поэтому и с Дворковичем таким образом удалось публично ему озвучить ряд вопросов, и с Минтрудом, и с Шуваловым. Поэтому такую практику, безусловно, надо продолжать и, собственно говоря, в публичной плоскости получать ответы на интересующие для нас вопросы. Ну, собственно говоря, на этом завершу свой короткий доклад. Вы знаете, что новый руководитель Совета Федерации Валентина Ивановна, она все-таки, так, я считаю, что визуально это видно, делает и предпринимает ряд шагов для повышения статуса палаты и всегда говорит, что именно Совет Федерации является проводником курса регионов. Поэтому, я считаю, нам с вами надо активно этим пользоваться, работать, взаимодействовать. Ну, собственно, для этого я здесь и нахожусь. Еще раз с нашим с вами праздником поздравляю. Если есть ко мне вопросы, готов ответить.